Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сегодня весь день думал о вас? Кто этот человек и какие мысли этого человека посещали? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Как интересно. О вас сегодня думал весь день человек, с кем вы в ссоре находитесь. Ссора очень такая серьезная произошла. Вы буквально этому человеку все отрезали, все пути коммуникации отрезали. А вы этого человека прям совсем не хотите ни видеть, ни знать. Ссора могла произойти как недавно, так и очень сильно давно. То есть порядочного времени могло пройти. Сегодня этот человек прям очень много о вас думал и даже вот как-то негативил в вашу сторону. Даже это не просто негатив, а скорее какая-то ревность, зависть была. Вот, может быть, этот человек вас ждал, да, когда же вы придете мириться, когда же вы там остынете, когда же вы там маячок дадите, да, сигнальчик ему пошлете. А время идет, да, а вы никак не проявляетесь. Может быть, человек там даже какой-то срок назначил, что вот в течение там 3 дней, 3 недель, 3 месяцев она точно вот оттает. Я ее знаю, она оттает, но вы не оттаяли. И этот человек прям очень ругался в вашу сторону и говорил: да как так? Да что ты там о себе возомнила? Да я без тебя проживу, это тебе без меня будет плохо. Да я таких, как ты, там 1000 найду. Вот прям, знаете, вот такое было, бурлило, гнев бурлил. А потом этот человек сел, вот смотрите, четко показали, сел, так за голову схватился и говорит: Господи, помоги, да что делать? Ну вот как ее вернуть? Неужели все, это конец? Я не хочу в это верить, я не хочу с этим соглашаться. Знаете, чуть ли вот не молился человек с просьбами, взывал к небесам. Ну вот помогите, верните мне ее, да? Дайте мне возможность, чтобы мы опять были вместе, там, возобновили отношения. И даже этот человек не пошел. Вот куда-то он там не пошел, его могли там родственники куда-то звать, там друзья могли звать, там гулять, кутить. И ему так было плохо, в таком раздрае были чувства и эмоции, что человек даже никуда не пошел. И ну вот если вы смотрите поздно вечером, то, скорее всего, этот человек уже в слезах заснул. Ну потому что просто вот выжатый, как лимон, эмоционально выжат был. И гордость не позволяет первому сделать шаг. И опять же, вы все пути коммуникации отрезали. И так надеялся, что вы сами вернетесь, да? Ну, вы же добрая женщина, ну как так? Ну почему она не вернулась? Я же ее знаю, она всегда меня прощала. Тут раз и не получилось. Прям очень плохенько было этому мужчине. Это тот, с кем вы поругались. Либо недавно поругались, либо давно поругались. И еще, мои хорошие, не исключено, что даже это не просто как любовь, но это может быть и родственник. Да, у кого-то родственник может отыграться, мужчина-родственник. Так, дальше. О вас сегодня думал мужчина, чужой мужчина, несвободный мужчина. Он вас сравнивал со своей, я так понимаю, женой. Он смотрел на вас, представлял свою жену, а может быть, вы вместе с этой женой общались. И он смотрел с кислым лицом и думал: блин, как же я лоханулся. Я не ту женщину выбрал. Вот выбрал бы он вас, да, он бы счастливый сейчас был. Вы красавица, вы умница, у вас все замечательно. А жена у него, ну, явно как-то за собой не следит, либо там чрезмерно, наоборот, следит. Опять же, вы выглядите шикарно, идеально, а она прям, ну, могла себя распустить, либо наоборот она усохла, там, знаете, как анорексичка выглядит. Ну вот не могу четко сказать, что конкретно он там думал, но сравнивал, и вы выигрывали это сравнение в его глазах. И мне почему-то кажется, что этот чужой мужчина,
Он даже, знаете, как тайный ваш поклонник, тайно в вас влюблен. Но вижу, что он такой подкаблучник, либо там уже так, они давно вместе, так все уже там срослось, перерослось, что он не осмелится на то, чтобы вам признаться в своих чувствах, не осмелится на то, чтобы от этой своей вот жены, семьи уйти. Хотя сердце, оно как бы с вами. Но это вот как параллельная реальность. Скорее всего, он о вас мечтает. Скорее всего, когда он со своей этой женой там, близостью занимается, он представляет, что она — это вы. Вот, возможно, это уже давно тянется, возможно, только недавно началось. Но вот вижу, что он может вам в этом признаться, либо какие-то вот намеки, какие-то действия могут быть. Там дотронулся, улыбнулся, прикоснулся. Но только если будет, например, под шофе. Да, когда он трезвый, он, конечно, на это не пойдет. Тем более этот мужчина вас знает и знает силу вашего характера. Что вы, если что не так, вы блюдете мораль, да, вы можете очень крепко ему всыпать, еще и можете там всем рассказать, и еще и можете там в поучительных каких-то целей что-то с ним сделать. Вот ему точно не поздоровится. То есть он молча о вас мечтает, он молча за вами наблюдает. Но вы в его мечтах. То есть у него есть жена, но в его мечтах его жена — это вы. Какой-то странный, конечно, мужчина. Он как-то и выглядит так, знаете, какой-то вот упитанный, может, там лысеющий. Не красавец, явно не красавец. И прям такой заскорузлый подкаблучник мне идет. То есть в мечтах-то он герой, да, без страха и укора рыцарь. А в жизни, такой обычный мужичонка, измотанный жизнью, да, со следами на теле. Сами понимаете. Скорее всего, вы даже догадываетесь, кто такой, знаете, не первой свежести, давайте скажем так. Дальше, мои хорошие. Вот я вижу, с каким-то мужчиной вы были очень строги. Либо сегодня, либо вчера. И как-то вы так ему сказали, прям не то чтобы грубо, но так строго, что этот мужчина аж, знаете, шаг назад сделал. Прям, знаете, не смог ответить, глазками похлопал. И такой, а как реагировать? А что сказать на такую, отповедь, да? Вы отповедь дали, может, отказ дали, может, поругали его за что-то, еще что-то там сделали. И вот ходит под впечатлением, либо целый день сегодняшний, либо со вчерашнего дня ходит под впечатлением, думает, вот это женщина. Это не женщина, это живой огонь. Ух, какая она. Может быть, этот мужчина предпочитает БДСМ, да? И вот такие штуки возбуждают. Может быть, в принципе, да, вы ему напомнили его там строгую маму, любимую, либо бабушку, которая его там маленьким мальчиком гоняла. И он такой, ничего себе, в прошлое вернулся. Вот, восхитился. Этот мужчина прям восхитился вами, и вы ему открылись в каком-то новом свете. Если это знакомый мужчина, если это незнакомый мужчина, то там просто восхищение, обожание. Он такой, боже, какая женщина, это же муза, да, такие мысли у него странные. Хочется еще раз вас увидеть, прям, знаете, тянет, его тянет к вам. Он не понимает, что его тянет, я тоже не могу понять, что тянет, но его тянет к вам. И вот со вчерашнего дня, либо с сегодняшнего дня он прям постоянно о вас думает, прокручивает эту вашу встречу, выражение ваших глаз, ваш голос, да, когда вы его там отчитывали, либо там что-то ему строго запрещали, либо как ругали его за что-то. Вспоминайте, вы вспомните, на кого вы там гаркнули, так что мужчинка аж присел. Присел и восхитился. Восхитился вами и вашей силой характера. Прям амазонка. Он такой, это амазонка, точно. Я таких еще не видел. Вроде поругала, да, а он не обиделся. Наоборот, он вами восхищается. Но это же надо, это ваш особый талант. Так мужчину поругать, чтобы он не обижался, а восхищался. Ой, девочки, можете, вы можете. Так, еще какая-то змеюка о вас сегодня. Но не могу сказать, что она думала, она с кем-то о вас говорила. Причем она хотела кого-то подговорить против вас, прям шипела, ядом плевалась в вашу сторону. Но человек какой-то попался несговорчивый. Либо этот человек вас прекрасно знает и этой змее не поверил. Либо наоборот, да, человек вас прекрасно знает и знает, что с вами связываться не стоит, да, это чревато. И человек там махнул рукой этой змеи, говорит, иди, ползи с Богом, отойди от меня, да, не стоит мне про это говорить.
И эта змея, она такая разочарованная, думает, да что такое, ну почему никто не хочет против нее действовать, да? Что она всех там зачаровала, обворожила, может она какой-то магией пользуется, да? Начала там эта змея рассуждать, придумывать, ничего так и не придумала, и разочарованная поползла к себе домой. Но как бы, скорее всего, вы знаете, кто эта женщина. Возможно, у вас с ней напряженные отношения. Да, она пыталась кого-то подговорить, но не получилось. Не получилось, все. Змея разочарована. Так, еще, мои хорошие. О вас сегодня думал ребенок. Либо ребенок, как оно есть, да, ваш ребенок, либо чей-то ребенок, либо тот, кто для вас как ребенок. Может быть, никакого родства нет, но вы смотрите на этого человека, либо на эту девушку и думаете, ну, как ребенок, мне как ребенок, там, по возрасту, например. Почему думал этот ребенок о вас? Потому что вспоминал то, что вы говорили, то, чему учили. То есть, скорее всего, вы какую-то базу знаний давали, какие-то подсказки, советы давали. И вот как раз-таки сегодня ваш ребенок, либо просто ребенок смог этим воспользоваться, и все получилось, либо все получилось просто прекрасно. И ребенок мысленно думал о вас, благодарил. Какая вы замечательная, какая вы умная, как здорово научили, какие правильные слова подобрали, да, что вовремя подсказали. Ну, вот какие-то такие положительные были эмоции. Так, у кого-то вот соседи думали о вас. Ну, как думали? Скорее всего, какой-то запах был. Кушать, еда, вкусняшка. Что готовили? Пишите в комментариях. Либо сразу рецептом. Если знаете рецепты, которые вот быстро можно приготовить, там, либо приготовить, там, заморозить и потом доставать потихонечку кушать. Вот пишите. Буду вам очень благодарна. Мне вот идет, что что-то пахло. Запах из вашей квартиры, запах мог распространяться на лестничную, ну, эту площадку, клетку. Если это частный дом, то там повеяло, да, там чужое окно влетело. Нюхали, принюхивались. У кого-то, вот честно, запах может быть парфюма. А у кого-то вот мне идет, что запах какой-то очень вкусной еды. Запах такой вкусный, что ваши соседи чуть слюнками своими не захлебнулись. Ну, а если это был все-таки парфюм, то он, наверное, какой-то очень классный, очень стойкий и очень понравился вашим соседям. Вот, возможно, они как говорили про вас, да, что вот вы там хозяйка, что надо к вам там подойти, подлизаться. Может, вы угостите чем, да, либо научите, как вкусно приготовить. А может быть, если парфюм, то подойти, спросить, что за запах, да, потому что очень хороший запах, такой прям и вкусный, и свежий, и ни на кого, ни на что не похожий. Да, соседи думали о вас хорошо, как о прекрасной хозяйке, либо о женщине с утонченным вкусом, да, вкус к прекрасному у вас развит, да, что духи такие замечательные. Но ничего плохого не было, хорошее только было. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.